Я Иван Иванов, заместитель председателя комитета спасения Печоры. Я так понимаю, что про ШИС слышали все. Кто-то был, кто-то занимается какими-то уже вопросом решения, кто-то, наверное, просто интересуется. Сейчас я так уже немножко абстрагировавшись, я считаю, что ШИС это уже такое многостороннее явление, и если кто-то будет говорить, что он что-то знает, что там происходит и как вообще это происходит, это будет неправда. И, в принципе, то, что буду рассказывать я, это всего лишь моя точка зрения и некоторых моих коллег по счастью. Для меня, я на эту тему подсел, наверное, с августа 2018 года, когда попал на митинг в Урдаму. Это 26 августа. То есть я еще, в принципе, не знал, чем это угрожает нам вообще, да, и просто я увидел людей, много людей. Я услышал речи, я понял, что эти люди достойны того, чтобы тут свалки не было. И в принципе началось. Мы обычно все делим, я обычно рассказывал про текущие нарушения. То есть я больше был на земле и такие фиксировал нарушения, там писал обращения первичные. Может немножко. Но я сейчас буду рассказывать, бегло про нарушения, про акции протеста расскажу и про чего еще? Преследование активистов. И если успеем, то у меня еще третья презентация Сашина про, там чуть поглубже уже про такие то, что одним словом можно сказать, что ШИС это болото. Вся презентация, в общем-то, про это. Да, только она с научными выкладками. И что 60% воздушных масс пойдет на Республику Коми. В общем, да, можно следующий слайд. Да, это так. Дальше. Так, чуть-чуть прокрутить. Да, это, в общем-то, где находится ШИС, представляете, наверное, все. То есть это 96 километров от Сыктывкара в северо-западном направлении, на границе Республики Коми Архангельской области. Тут это 3 участка, на которых сейчас ведутся работы. Так, следующий слайд. Это, в общем-то, где начиналось. Это территория, арендованная РЖД. Так. Да, и субарендованная, ГБУ автомобильной дороги и технопарка. Дальше. Так, это участок лесного фонда в безвозмездном пользовании у ГБУ автомобильной дороги. Как раз на этом участке сейчас расположен лагерь, который начинался с палатки Ленинград. Дальше. Это участок, 300 гектар, который сейчас, я так понимаю, задним числом, этот договор появился буквально на днях, но датирован он 16 мая. Это ООО «Технопарк» арендовала для проведения изыскательных работ. Но сам полигон, то есть изначально информация, которую запрашивали у лесников Яринского лесничества, речь шла о 5000 гектарах. Но по данным, по крайней мере, документов, которые появились в суде, то есть пока у них в плане 3000 гектаров, и завозить они собираются 2,3 миллиона тонн отходов в год. Отходов не раздельно собранных, не сортированных, плюс еще упакованных в пленку полиэтиленовую. И это они собираются делать 30 лет. Так, что-то не так. Дальше. Тут по лесонарушениям, не знаю, интересно ли вам это нам. Но единственный, кто там, в общем-то, нормально отработал из государственных органов, это лесничество. То есть по лесонарушениям возбуждено 6 уголовных дел. Они странно расследуются, конечно. То есть дело расследуется, а ущерб растет. То есть при этом не принимаются никакие меры пресечения. Если
интересно будет, можно подробно это рассказать. Так, дальше. Что-то грузится, да? Ну там, в общем, слайд, это 26 августа, я вам могу сказать, как территория, там видно болото, видно... Так, что-то не то, да? Ага, нужно... Так, а дальше что видно? Может, не сохранилось при конвертировании в PDF? Ну, в общем, началось все в июле, когда люди обнаружили, местные жители, первая вырубка была вдоль железной дороги. То есть буквально за месяц они вырубили порядка, наверное, 20 гектар. Это вот на территории как раз арендованной железной дорогой. Ой, стоп, вот она. Да, это вот снимки 26 июля. То есть, в принципе, видно вот внизу в правом углу это кусочек вырубленной территории, и, в принципе, видно вон болото. То есть это настоящее болото глубиной там до 2 метров. Дальше. Да, это тот же день, в общем-то, вот такая была полосочка вырубленная. Дальше. Да, это уже так, через месяц. То есть, если сюда смотреть, здесь все вырублено. Этот лес никак не учтен. Как бы считается, что его там как бы не было. А лес там довольно хороший, то есть 120 кубов с гектара. И на этом снимке видно кусочек вот такой треугольный, это как раз то, где они залезли на территорию лесного фонда. И там возбуждено первое уголовное дело вот по незаконной рубке. Да, ущерб 1,5 миллиона. Так, это уже, значит, как бы уже после всех этих штук на 5 января. То есть это участок уже 15 гектар, который вот прямоугольник. Это территория в безвозмездном пользовании для строительства линейного объекта. Но видно, что лес полностью вырублен. Дальше. Да, это лес, значит, то есть там возбуждено еще дело по краже леса, то есть этого участка по идентификационным картам у них они вырубили 1200 кубов леса, то есть по факту у них на территории находится около 200 кубов. То есть сейчас в мае, поэтому по краже леса возбудили тоже было. Дальше. Так, да, это, с чем мы столкнулись, наверное, вообще то, что я давно в комитете спасения Печоры занимаемся мы всякими переписками, то есть реагируем на нарушения. И, в принципе, обычная практика – это обращение, обжалование. В случае с ШИСом это оказалось абсолютно все бесполезно. То есть надзорные органы просто не выезжали. То есть при этом считалось, Ростехнадзор появился первый раз на ШИСе 25 января, то есть через полгода после того, как начали первые жалобы поступать. То есть прокуратура им не согласовывала проверки. И основное, то, что не проверялось ничего и не изыскивалось, считалось, что там не ведется никакого строительства. В принципе, это также признано судом, когда Ростехнадзор привлекал технопарк к административной ответственности, но в итоге ничего не получилось, и не стали они это даже обжаловать. То есть это на этой фотографии один из объектов, называется водозаборный узел, он фигурирует на всех презентациях, и уже он фигурирует как именно часть объекта обращения с отходами экотехнопарк ШИС. То есть вот это именно стало основанием. То есть вот здесь видно, что цементируется, что есть фундамент, есть жесткая связь с землей. То есть это как раз есть критерии капитального строительства. Вот, дальше. Так, это с самого начала, то есть они за весь период своего строительства ни разу не вывозили оттуда свои как твердые бытовые отходы, так и жидкие отходы. В общем-то, это можно было наблюдать за весь период. То есть это бочка, в которой они сжигают. Эта бочка периодически перемещалась. Сейчас она находится за...
Да, может другой сделать. Да, конечно, нажать. Вот еще там просто... Сейчас я... Так что ты с бочкой? Ее возили? Да, бочка сейчас находится на территории как раз этого водозаборного узла, и также по ночам они сжигают. То есть на этот способ обращения с отходами тоже были жалобы неоднократно, но, по крайней мере, так теперь. Можно дальше. Меня слышно? Это одна бочка просто и все? Да, большая бочка такая. Там просто на фотке просто больше мусора, по-моему. Нет, это мусор, он сжигает. Он просто еще не весь сжегся. А, вот эта бочка. Вот, смотрите. Очень экономично строительство. Раз. Да, это она, вот она сначала лежала там посередине, сейчас она под горой, потом она на горе, а сейчас она находится в том углу, где водозаборный узел. Дальше. Да, жидкие отходы, то есть тоже мы раза три, четко ловили процесс откачки, то есть они это откачивают просто на территорию, где-то даже в лес, причем в том числе на тропу к Поклонному кресту. Тоже каких-либо, было у них предписание, они вроде как какую-то закопали емкость с септиком. Вот все, что по этому поводу известно. Но по этим фактам вот были заявления, но о том, что привлечены кто-нибудь ответственности, неизвестно ничего. Дальше. Да, это, то же самое они делали по осени, когда они когда убрали верхний слой, торф, там получилась вода. То есть они эту воду откачивали. То есть сама станция ШИС находится, то есть это верховое болото. То есть это высшая точка, но она находится там, в таком глиняном, лужа, такая. И то есть они, когда сняли то есть лес, который там стоял, он эту воду впитывал. Лес вырубили, торф сняли, получилась вода. Они откачивали ее в обе стороны, то есть в одну сторону это в сторону ручья Вожек, в другую сторону это в сторону ручья Безымянный. Та же самая ситуация появилась по весне, то есть это середина мая, наверное. Да, середина мая, то есть тоже они вот этими мотопомпами с территории, вот у них по периметру это канава, вот с этой канавы они туда дальше откачивали воду. Там с одной стороны вода почему-то с какими-то примесями дизельного топлива, с другой стороны у них с примесями канализации. То есть, по крайней мере, по этим фактам, есть ответ, что возбуждены административные дела. Это никак пока тоже не пресечено. Дальше. Да, и есть вещи, то есть там грубые нарушения как техники безопасности при работах, так и в том числе вот это те вещи, которые угрожают, по нашему мнению, именно безопасности железной дороги. То есть станция ШИС не открыта для разгрузочных работ, то есть это нарушение устава железнодорожного транспорта производить на ней работы. Тем не менее, формально ничего этого быть не должно. Ни одна машина в августе прошлого года не должна была сойти с платформы, потому что здесь запрещена разгрузка. Все. Это территория линейной полиции Сыктывкарской, то есть Никольской, да, получается, Никольский отдел. В принципе, все вот эти вопросы все к ним, то есть вот это нарушение. Тут мы видим, это как раз был блок-тур, по-моему, когда наверное, есть люди, которые это видели, когда шел пассажирский поезд и стрела, разгружали плиты, и стрела крана прямо наклонена в сторону пассажирских вагонов. Вот, это как они сгружают песок, то есть видно, как цепляет экскаватор шпалы. И в принципе вот результат, то есть дорога в этом месте разрушена, подмывается. Тоже по этому поводу были обращения, но сейчас они это все засыпали. Много-много песка. Тут они даже собираются делать ветку, купить. Дальше.
Да, переезд через железнодорожные пути, это, наверное, первый раз появилось, наверное, в январе мы зафиксировали 5 числа. То есть тоже то есть они ложат на рельсы, между рельсами вот эти брусья. И вот видно гусеничный транспорт тяжелый перемещается. Это тоже нарушение. То есть переезд как таковой, это пересечение дороги и железной дороги. Дороги там не существует. То есть там, по чем они ездят, это, в принципе, не дорога. Тоже, жалоб много по этому поводу было написано, случаев много. Но каких-либо тоже мер пресечения. Какие-то были штрафы от ГИБДДшников на водителей. И, в принципе, все. РЖД не реагирует на такие вещи. Дальше. Так, это выводы. Ущерб нанесен. Да, дальше по акциям. В принципе, вот я как сказал, что первый митинг, который мне известен, произошел 26 августа в Урдаме. Вот дальше такие были, очень много где митингов, то есть вот в период таких бессистемных, самостоятельных пикетов, митингов, я насчитал 41, но я думаю, это были не все. Дальше. То есть дальше уже где-то, наверное, в ноябре произошла некая такая координация Архангельская, активистов Архангельска, Утамы, Яринска. И уже решили делать такие единые дни. Вот первый день единого протеста был такой очень успешный. Примерно столько произошло, тут 46 населенных пунктов и 28 тысяч участников. Дальше. Да, дальше, был протест 3 февраля. То есть, в принципе, уже участников больше населенных пунктов. Там немножко уже были ужесточены требования, то есть было обращено уже внимание на федеральную власть. То есть если первый митинг, опять же, остается всегда требование в отставку Орлова, губернатора Казанской области. Но Сыктывкар тогда молчал, в принципе. Чего вдруг? Так себе, скажем. Ты принципе этого не говори. Мороз около 400 человек пришло. 2 декабря 400. Иван не видел, наверное. Нет, я все видел, но на фоне Урдамы меня это не впечатлило абсолютно. Вот, даже первого митинга Урдамского. 4000 населения, 1200 человек выходит на митинг. Их территория, конечно. Да, дальше. Можно дальше? Да, 7 апреля. Тут уже, мне статистику, в принципе, сейчас минут за 15 кинули, но, как выяснилось, первые два это я еще вел, а потом что-то как-то все уже забросили считать, и, в общем-то, чем характерно 7 апреля, что в Архангельске произошел, как в итоге суд признал, не согласованный митинг и шествие. Я потом по этому поводу расскажу, как там привлекали активистов. Это вообще круто. Довольно-таки люди были очень в восторге, что можно так пройти несогласованно. Да, и такая не последняя дальше. Да, это был единый день, был 19 мая, но Сыктывкар проводил 2 апреля. Да, тут... 2 июня. Ой, июня, да? Июня, да, извиняюсь. Да, тут, конечно, да, тут снимаю шляпу. Да, я просто нет слов, это круто. Я думаю, все знают, да, что было. Да, в среднем... Мы придерживаемся 7 тысяч. Так, нормально, хорошо. Да, это... Да, сейчас недавно был большой митинг в Котласе. Тоже там порядка 6 тысяч. Москва 3 июля, я не знаю, мы не причастны, в принципе, пока считаем. 19 июня, по-моему. Да. Дальше. Дальше следующее преследование, наверное. Про преследование, да, я буду говорить свое мнение. Я считаю, что вся вот эта возня силовая появилась с появлением на ШИСе полиции. Лично
генерал Лошеров, то есть подполковник, вот, то есть Архангельский, там замы начальника, это начало марта, да. Так, ну, тут как бы, как раз, да, митинг 7 апреля в Архангельске. Там по ним, да, много административок, общая сумма штрафов там за миллион. И, но вот первые уголовные дела появились это именно по событиям 14-15 марта, когда колонна автомашин Микунского, да, предпринимателя Васильева, да, во главе с экскаватором двинулась по Мадмовской дороге, ну, точнее, не дороге, а то, что они сделали дорогой. Да, и, значит, снесли, поломали, разрушили вагончик, придавило Владимира Кобота ковшом. Да, несмотря на это, что, ну, тут опять же есть много неотвеченных вопросов в отношении с полицией как Республики Коми, так и Архангельской, которая, ну, по сути, там, помимо того, что было вот нанесение повреждений телесных, человеку было факты наезда, то есть когда автомобиль толкает пешехода, это наезд, то есть там таких фактов было куча, это, по сути, это ДТП. Но тем не менее эту колонну сопроводили как сотрудники полиции Республики Коми, так и сотрудники Архангельской полиции. И вот Виктор меня поправит, что сотрудники полиции даже заправляли экскаватор на середине дороги. Вот он кивает головой, это правда. То есть, в общем, как-то так. В общем, участие полиции с этого началось. Да, и результатом стало почему-то как раз возбуждение уголовных дел на сейчас уже 4 человек. То есть изначально это было избиение, там, нанесение вреда здоровью средней тяжести, группа лиц. Сейчас с них эту статью сняли. То есть им всем оставили самоуправство 330, часть 2, там до 5 лет. И у Валерия Дзюбы грузоубийство. Вот, сейчас у них такие статьи. Да, это, значит, митинг 7 апреля. И шествие в Архангельске не согласовано. Дальше. Да, вот. Так, Секушина 400 тысяч, да, ничего себе. Да, ну по штрафам, штрафы все оплачиваются, то есть деньги на все эти мероприятия, в принципе, собираются как в Урдаме, так вот активистами «Поморье не помойка». То есть вот все деньги, которые существуют вообще, что на лагерь, что на топливо, ну, на все, что на оплату штрафов, что на адвокатах, это все народные деньги, собранные вот, ну, со всей страны. Ну, тут такая статистика по штрафам. Так, да, работа. Да, и уголовная статья одна есть за ментальная статья. Дальше. Так, тут ничего, ну, тут статья 22, тут список. Дальше. Вы можете потом ознакомиться. Так, ну, на станции ШИС что происходило? Там, в принципе, такое, ну, провокации были всегда со стороны сотрудников ЧОП. То есть всегда это имеется в виду всю весну. То есть такие моменты, как толкание, там, выбивание телефонов, что-то где-то там. Это случаи нередкие были. То есть по всем этим было обращение, ни один сотрудник ЧОП не привлечен. Такие серьезные вещи, это, наверное, с такими травмами. Это вот, наверное, 10 мая, когда была посадка вертолета с топливом. То есть, ну, я, наверное, давайте отвлекусь, я немножко расскажу про вообще вот, ход того, что было на ШИСе. То есть до января, до декабря, даже середины декабря 2018 года, то есть на ШИС периодически, ну, приезжали люди с Урдамы, как поодиночке, так и большими группами, да, что-то фиксировали, какие-то нарушения. То есть там, ну, половина техники была без номеров, то есть там, ну, полный хаос вообще в этом плане. То есть, и в какой-то момент, как бы, ну, поняли, что существует необходимость постоянного контроля. Таким образом появился вот первый вагончик вахта на ШИСе, около ЖД переезда.
Я, в принципе, тоже один из первых, кто там нес эту вахту. И, то есть, их задача была как раз фиксировать нарушения. То есть, там сделали сразу интернет спутниковый. Его тогда трафика хватало вполне на 3 человек, чтобы передавать и видосы, и все. Что ты на меня смотришь? Нет, Потому что вообще ни при чем. вы все приезжаете, и все, интернет качается. Да, это, ездите, но без телефона. Вот, да, и, ну, но единственное, что получалось, что тогда появился пост ЧОП, и ЧОП, в принципе, ЧОПы стали сразу, основная задача следить за нами. То есть мы выходим, пока мы этот километр, там, например, знаем, что там сливают топливо, пока мы до туда доходим, все, там уже ничего не сливают. То есть это нам приходилось как бы утром рано вставать, не включая свет, по лесу, там, по колено в снегу проползать где-то, чтобы что-то успеть поймать. Да, потом, так это продолжалось до 22 февраля. 22 февраля простые жители Урдамы внесли. Ну, все, что было, вот это единственное, что было действенно на ШИЭСе. Не десятки тысяч жалоб, не знаю, ни приезда кого-либо. Единственное, что реально повлияло на стройку, это физическая остановка транспорта. Идею вообще подсказали ГИБДДшники. Эта дорога, она вовсе не дорога. Да, это... Сами же подсказали. Да, они потому что, когда эти нам перегородили, мы говорим, что за фигня-то, вот они нам препятствуют, да, транспорту. Они говорят, а это не дорога. Ее тут нет. Ну нет и нет. Чего вы тогда ездите? Ну, в общем, да, вот 22 февраля, значит, прекратился подвоз топлива. Второй пост. О них мало говорят, но эти люди когда-нибудь получат свои медали. Это Мадмас. Это сейчас не говорить тоже. Да говори. Да, их очень мало на самом деле, но они малым количеством сдерживают целое направление. Да, то есть они перекрыли с той стороны. Там тоже дорога, в принципе, не в принципе, она тоже незаконная. По ней тоже возбуждены уголовные дела. Там у меня было в списочке. То есть со стороны, то есть эта дорога со стороны Архангельской области она 2,8 километра, по Коми она 28 километров. Вот на этих 2,8 километра яринские лесники насчитали 1,5 миллиона ущерба. Наши на наших 28 километрах насчитали, по-моему, 80 тысяч. Короче, да, все-таки они тоже возбудили тут где-то дело. А там реально, там просто они прошлись экскаватором, они даже не напрягались там пилить что-то, просто экскаватором дорогу расчистили, отсыпали вот тем, что они вытаскивали торф и глину. То есть по весне это все поплыло, пересыпали все ручьи, то есть там, ну, какая-то река Пилис, да, Камашор в 2 местах, ну и там еще несколько безымянных ручьев. Вот, и, значит, эта ситуация, ну, продолжается, в общем-то, до сих пор блокировка, то есть они с тех пор не провезли по этим дорогам ни одной машины с топливом. То есть второй путь доставки у них был тоже незаконный, это по железной дороге. То есть они до того, как люди были, они сливали, в том числе из цистерн, сливали из тепловозов. Но это не пойманные факты. То есть, ну, это уже, как сказать, последний момент, когда уже видно, что от тепловоза отъезжает бензовоз, бегут люди с этим, как называется, с мотопомпой. То есть и у них появляется топливо на несколько дней, да. То есть понятно, что они слились с тепловозом, но тоже не поймали, поэтому поставились постоянные посты. То есть как бы, то есть это вот как раз вот одна дорога, Костер-пост, пост-костер, потом перрон. Это все было вот зимой, в морозы, люди, не знаю, в 20-30 градусов там мерзли, как собаки. Реально сам стоял 3 часа. Причем как бы получалось, что там уходить нельзя ни на секунду, вот он стоит, постоянно тепловоз постоянно стоит. То есть только ему слиться 15 минут. В сдвоенном тепловозе там 14 тонн дизельного топлива. И хватит на целую неделю. Вот. И это, значит, были такие посты. И вот был пост со стороны Мадмаса, вот когда привезли вагончик, который вот 14-15 марта сломали, да. У него была тут несколько тоже функций таких, как бы там люди грелись, которые вот на перроне дежурили, там ближе было, чем дойти до вахты на ШИЭСе, да, и
Он им очень мешал. Ну, вот 4 марта они перегородили дорогу, вот было заявление, потом какого-то дни за 2 со стороны Матмоса архангельская полиция пыталась убрать этот вагончик. Не нашли оснований, и вот, значит, 14 марта его просто снесли к эскалатору. Вот, но тогда же, 14 марта, когда они перегородили забор, появился пост Сталинград прямо возле ЖД путей, там полосочка леса, ну, такая есть, вот, да. Когда снесли вагончик, буквально 15 числа, вот появился, как раз поставили палатку Ленинград. Вот. Дальше, значит, было такое, что у них было в апреле. Ошеров лично арестовал вагончик Вахта с этим, как раз у нас интернет, в общем-то, все было, да. Но так совпало, что как раз в этот день на Ленинграде уже тоже сделали республику интернет, поэтому как бы не было перерыва связи. Они пытались, в принципе, и те палатки тоже снести, но народ героически, да, отстоял. Вот. А эти 2 вагона, то есть которые на Косте и которые на Вахта на Шейсе, их в итоге увезли. Ну, Бурдоматом блокировала дорогу, то есть они с ними договаривались на эту тему еще. Ну, и в общем, следующие такие полицейские, то есть на майские праздники, то есть, ну, планировались провокации по нашим данным, то есть какие-то, мы считаем, удалось пресечь благодаря огласке и обращению, в том числе в полицию. Ну вот 1 мая там появился, ну там уже тогда находились постоянный пост сотрудников полиции, ну там приезжали участковые, там человек по 5, тут принимали заявление, и появилось человек 20 полицейских непонятно зачем, то есть они жили в общежитии, и уже 1 мая там появился ОМОН, тоже человек 20. Но хотя точно на самом деле мы не знаем их число, потому что они передвигаются непонятно как. Вот, да, потом их сменили другие, тут потом появился какой-то спецназ, там какие-то ребята, там снайперские винтовки, все дела, там в лесу там всякие эти, ну, в общем, там, да, все по-настоящему. То есть, и зачем это, как бы, непонятно, то есть оснований, мы считаем, нет использовать спецподразделения, потому что никаких там массовых беспорядков, у нас все прилично, культурно. Вот. Но это так, это событие уже 4 июня, да, да, возле забора. То есть по нему возбуждено 2 уголовных дела пока. Да, ну, Никита Барышников и Михаил Матрос. Да. То есть Михаил Сыктывкара, Никита Скотласа. Никите вчера продлили меру пресечения, то есть ему нельзя приближаться к Чуйсу на километр и участвовать в мероприятиях, где обсуждается деятельность технопарка. Вот такие меры пресечения. Да, по первым 3, то есть это Андрей Старковский, по событиям 14-15, Валерий Дзюба, Вячеслав Григорянц, да, у них тоже мера пресечения, не приближаться к Шису на километр, не общаться с участниками дела, да, и что-то еще не помню. Какое-то время Андрею им было запрещено вообще пользоваться интернетом. То есть, а это такие, то есть, как они выбраны, то есть, Григорянц, он вообще там не был. Он не был, он в этот день болел, он спал в вагончике. Его видело 50 человек. Не знаю, все, кто проходили через дорогу, все увидели, что он больной лежит. Тем не менее, до сих пор с него как бы ничего не снято, да? Ваня, в это время еще звонил, там по биллингу можно отследить. Там, где вагончик сносили, нет связи. Там нет связи, да. Он по телеграмму сообщал, именно с его сообщения я делал заявление в полицию. Полиция это заявление сделала в 23:20. То есть полиции добираться до места, ну если с Яринска, то ну где-то около часа, если с Урдамы минут 40. То есть полиция с Яринска появилась в 3 часа ночи, в 3 с чем-то, с копейками. Полиция с Урдамы вообще приехала в 5 часов утра. Причем я разговаривал там, у них там есть новая участковая, там буквально с месяца работает. Их подняли в 12 ночи, и в 12 ночи они готовы были ехать. Им сказали, сидите, ждите.
Они звонят, ехать, сидите, ждите. То есть сообщение было такое, что, ну, что прорывается колонна, что экскаватором уничтожен балок, что, ну, и как, ну, подсмотал человек, его прижало к шум экскаватора. Вот, ну, такое было сообщение в полиции. Да, в общем, ну, дальше давайте. Ну, это... Да, это по непосредственно на ШИСа какие были эти события. Вот там внизу это Марина Дзюба, это Анна Шикалова. Анна Шикалова вообще герой 15 суток отсидевший. Дальше. Так, еще дальше. Ну, это статья, вот, по которой, в общем-то, привлекают всех. То есть это, ну, там достаточно находиться в этом месте, где происходят события. Это тоже общая такая статистика. Это вот событие 10 мая, когда, ну, там человеку сломали лобную кость. Никто не наказан, никто не привлечен. Дальше. Да, ну тут по уголовным делам, в общем-то, да, это такие итоговые цифры. 1,5 миллиона штрафов. Вот. Но перспектива какая? Ну, дела еще будут, конечно, и, в принципе, и провокации, в принципе, мы ожидаем. Ну, сейчас с ШИС вывезена техника, но вывезена куда-то, видимо, недалеко. Там осталось 15 единиц, то есть такого серьезного-то они сейчас ничего не могут делать. То есть у них сейчас такая, наверное, они рассчитывают сделать экологическую экспертизу. То есть у них нет никаких документов, ни проекта, не было экспертизы, не было слушаний. И, в принципе, ну, я думаю, что это сделано, как бы, сбить протест, потому что, и, в принципе, если сейчас протест будет расширяться, то я думаю, что полигонов на ШИСе не будет. Если действительно посчитаем, что мы победили, там еще что-то, то мы столкнемся со второй волной, как бы, такой активности, когда они уже придут с готовыми документами, переделанными изысканиями. То есть те изыскания, по которым они сделали, да, выводы их не соответствуют, в общем-то, самим данным, да, как раз вот по этим данным там нельзя делать полигон, поэтому они постараются потерять эти данные изысканий. Ну, как-то вот так. Ну, не знаю, вопросы, что-то там еще успеем. Дополнение. Давайте к вопросу тогда перейдем. Дополнение. Да, небольшое дополнение. Да, вот Юлия, я никогда не занималась экологией, и тут меня втянули, потому что это стало совершенно невероятно, то, что происходит на севере, и я сейчас тоже занимаюсь этой темой немножечко. И вот что я хочу сказать, буквально 3 минуты. 1,5 миллиона штрафов. То есть люди, которые ничего не делают, а иногда даже дают штраф за то, что, несмотря на то, что человека в этом месте даже не было. У него есть билеты, что он был в этот день в другом месте. И все равно судья дает ему штраф. Последний штраф, про который я читала, это было, по-моему, пару дней назад. Девочку оштрафовали. Знаете за что? В Котласе. Она уведомила, значит, администрацию, что будет акция по раздельному сбору мусора. Слышали про эту историю? В Архангельске, да? То есть она регулярно проводит эту акцию. Это не про ШИС, это про раздельный сбор мусора. Акция должна была проходить с 11 до 3 условно. Она пришла чуть позже 11, и ее оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она пришла на 10 минут позже того, что... И начала заниматься государственной работой, собирать раздельный мусор. То есть то, что происходит в Архангельской области, это абсолютный беспредел, это совершенный произвол. У нас тоже уже начинается, у нас начинаются первые уголовные дела. Мы сейчас пытаемся защищать одного нашего коллегу, соратника, которого тоже ни за что привлекают за побои, которых он не осуществлял. Так вот, что очень важно. В августе будет год, как длится это противостояние. Люди, урдамы сначала, да? То есть в конце июля будет год, да. Я не все факты еще владею, не всеми фактами. Так вот, год. Это, наверное, самый продолжительный протест в России за долгое-долгое время. Мы можем войти в свою какую-то местную книгу рекордов Гиннесса однозначно. Еще политологи и вообще нормальные люди считают, что Север может стать началом новой России. И мы считаем это очень-очень важным, потому что, ну вот есть ощущение, что
бродят такие мысли, что мы можем что-то изменить. Вот у меня, например, впервые за долгие годы, я 20 лет живу при Путине, как и вы все, да? И других правителей не помню. За долгие годы мы начинаем ощущать какой-то ветер свободы, ветер перемен, который мы можем что-то с этим сделать. Так вот, в июне что? Я думаю, Говорите, что дальше продолжайте. в июне месяце у нас несколько общественных организаций, куча людей объединились, и мы создали, немножко с патетическим названием организацию, которая называется «Гражданское общество». Мы решили систематизировать этот протест, сделать его еще грамотнее, еще серьезнее. Что еще мы думаем? Мы думаем о том, что мы, вот как жители Севера, да вообще просто жители глубинки, так скажем, провинции, глубоко оскорблены действиями каких-то структур, которые хотят к нам завозить мусор. Поэтому мы считаем, что когда у тебя не колбасу отнимают, а отнимают твое чувство собственного достоинства, это уже просто дальше терпеть нельзя. Поэтому вот что. У нас есть группа, которая называется «Гражданское общество в Республике Коми», она ВКонтакте. Заходите туда. Мы призываем вас распространять правдивую информацию, и чем больше, тем лучше. Сейчас у нас будет видеоканал. На днях мы начинаем работать с видеоканалом. Распространяем эту информацию, которую мы будем выпускать. Вот есть у меня несколько брошюрок тут, как нас найти еще другими способами, там через телефоны и прочее. Нам нужны люди, большое количество людей. Потому что один из способов противостояния – это присутствие там, где это все происходит. Потому что когда там мало людей, вот когда вы видели 20 июня, там было больше 600 человек, полицейские были шелковые, с доброжелательными лицами, и ходили, здоровались и присоединялись буквально к нам с каждым. Мнения у них были точно такие же. Когда такие дни проходят, и там остается 5, 10, 20 человек, полицейские начинают сразу шерстить по палаткам, выискивать людей, которых они ищут. Вот Ваня часто, уже давно не был на ШИСе, потому что его ищут. Вот. Поэтому, когда люди там находятся, они способны защитить нашу землю. Я была на ШИСе. Кто был на ШИСе, кстати? Круто. Вот, на ШИСе классно. Несмотря на то, что там несколько опасно, но это просто, это какой-то правозащитный туризм. Потому что мало того, что ты получаешь огромное удовольствие от того, что там все люди твои соратники, ты еще понимаешь, что ты не зря живешь этот день, ты приехал защищать свою землю. Так вот, надо ездить на ШИС. Отдайте свои велосипеды, если кому-то надоело ездить, потому что там нужны велосипеды на костре, да, Вань, чтобы доехать. Короче, людям 12 километров идти пешком тяжело. Потом, что еще нужно нам от вас? Нам нужны мозги. Нам нужны юристы, которые будут защищать людей в судах, административные юристы, теперь уже, к сожалению, уголовные юристы, адвокаты, да, нам нужны адвокаты. Среди вас я вижу много адвокатов, как минимум в будущем. Нам нужны просто люди, которые будут ездить на своей машине, подвозить тех, кто будет дежурить на посту в Мадмосте, потому что это такой стратегически важный пункт, который тоже нужно охранять, чтобы там не проехали бензовозы или еще что-то. Вот, под дробь барабана. Езжайте в Мадмос, ночуйте там. Где? Там, кстати, ночевать надо. Где? Там есть какой-то домик, а? Конечно, конечно. У нас там есть свой офис. Вот. Ночуйте в офисе, да. В общем, отправляйте. Вот надоела вам жена дома, отправьте ее на Мадмос. Пусть переночует, успокоится. Вернется, а потом с новыми силами. В общем, что еще? Еще у нас следите за нашими новостями. Но это не только мы. Мы просто объединяем всех. И с Архангельской областью мы тоже уже объединяемся. И мы хотим вообще что-то изменить в этой стране. Не только у нас на севере. Потому что не важно, где строится свалка. Важно, что нас унижают. А то нас скоро Все, слышно я закончила. Вопрос. Юль, можно мне просто, я не успела дополнить. Ваня, к сожалению, не все сказал важное. То есть он сказал, что единственное, что смогло остановить эту стройку, это блокирование вот этих дорог, которых на самом деле существует. На самом деле не единственное. Есть важное дополнение. И нужно понимать, что это партизанщина. То есть вы, кто туда поедет, должны четко осознавать, с чем вы сталкиваетесь. Дело в том, что все жизнеснабжение там завязано на дизель-генераторы. Они не только работают на солярке, у них все существование за счет солярки. Свет в их общаге, работа плит, освещение, вот все.
Поэтому, когда туда строили ЛЭП, жители Урдамы особенно, они пытались эту стройку остановить. Стройка была незаконна, без отвода земли, без соблюдения многих других законов. Милиция на это дело, тоже Ваня, это туда же, это тебе же, да, она не реагировала никак. И вот однажды зимней, видимо, ночью, январской, чудесной, сказочной, кто-то спилил столбы ЛЭП и перерезал провода. Все, ЛЭП не достроили. И стройка полностью оказалась завязана на солярку и полностью оказалась зависимой от нее. Второе, что я хотела сказать, это тоже интересный момент, за которым нужно следить. Строительство тупика. Строительство тупика, я не знаю, может, есть здесь журналисты, но об этом, к сожалению, никто не писал. Есть документы, ребят. Строительство тупика. Тупик строит по заказу РЖД, компания Эко Rail Pro. Они будут говорить, что это никакая не стройка полигона, что это наши внутренние дела. И это нужно будет четко отслеживать, потому что тупик нужен именно для того, чтобы завозить соляру и не иметь никаких проблем с законом. Вот. Компания Eco Rail Pro, о ней стоит сказать отдельно, именно ее вагоны были обнаружены в Люберцах, в Москве. Я разговаривала с тамошними активистами еще вот зимой. Именно вагоны этой компании обнаружены были в эко-кластере, из которого собираются везти мусор на ШИС. То есть вы должны понимать, что это не просто так себе компания. Это компания, которая, значит, владелец которой, у нее есть другие компании, да, такая Чеботаева, значит, она получала миллиардные контракты от правительства Москвы в свое время. Нужно этот момент как-то тоже понимать, и нужно его тоже отслеживать. И еще один момент, о котором я хотела сказать, туда очень плохо, что туда ездит очень мало журналистов, особенно из самых ближайших населенных пунктов, таких как Сыктывкар. Почему это важно? Потому что Витя вот подтвердит, мы с ним, наверное, вот мы с Витей, это те журналисты, которые были на ШИСе просто больше всех. Причем несколько раз. Когда туда приезжают журналисты, там, по крайней мере, никого не бьют. Это важно, чтобы ездили туда журналисты. Это важно не только для описания ситуации. Еще у меня такая просьба к журналистам. Оттуда уже вышла просто хреново туча прекраснейших, замечательных, чудесных репортажей. Но этих репортажей много, а анализа ситуации мало. Поиска интересантов мало. Никто не занимается тем, чтобы расследовать это дело в каком-то контексте, чтобы анализировать и сам протест. А у него есть много специфических отличий. Я могу прочитать лекцию, но это займет еще полчаса, поэтому я не буду. Вот. Но, в общем, призыв к журналистам, пожалуйста, едьте туда хотя бы из соображений гуманизма. На самом деле, так как мы не начали концерт, то можно еще вопросы задавать, если есть время. Юля, хотел спросить про вот эту организацию, которая вот новая у вас. Да, там всех принимаете вообще, нет? Да, у нас Просто есть... я сразу скажу, была ситуация, когда, значит, был призыв приезжать на пост, который только-только вот сейчас вот рассказывал Иванов. И, значит, наши активисты хотели туда выехать, но как раз Иван Иванов, он как-то запретил, начал какие-то там, я не знаю, какие-то свои инициации. Вот. И у нас где-то около порядка 20 человек не смогли туда просто приехать и защищать, скажем так, русский север. Алексей. Вот ваша организация, вот в отличие от организации Иванова, она примет помощь или нет? Скажите. В общем, начну с того, что я считаю, что это не русский север, а российский север. И это принципиально важно. Это первое. Вот, поэтому очень важно, чтобы мы верим в патриотизм каждого. Алексей, ваш в первую очередь. И пообещайте нам отсутствие всяческих провокаций. И после первой провокации вы говорите: нет, мы уходим. И тогда милости просим. Ну, не я принимаю решение, кстати. У нас квалифицированное большинство. Поэтому я буду рада вас видеть. Вот. Я ответила на ваш вопрос? А я правильно ответила, кстати? У нас скоро в группе будет висеть анкета. То есть там будет возможность заполнить, чем я могу пригодиться. Вот это как раз в ракурсе этого вопроса. По специализации, да. А в принципе, в целом мы открыты абсолютно, мы не закрыты там.
в плане того, что нет, конечно, ждем всех, я бы так сказала. Спасибо. У меня вопросик еще один, буквально. В Кировской области сейчас ситуация с объектом близ деревни Мародыково, поселок Мирный, там собираются строить, перепрофилировать объект, который раньше использовался под уничтожение химических отходов, химического оружия, прошу прощения. Сейчас хотят реализовать там проект по утилизации 1-2 класса опасности. И проблема в том, что там пойма реки Вятки как раз болотистая местность, то есть есть риск в случае нештатных ситуаций попадания в грунт опасных веществ, которые могут впоследствии попасть в Вятку, в Каму, в Волгу, то есть угроза очень серьезная может быть. Поэтому вот что общего, да, между этими двумя ситуациями? Экологический подтекст, то есть вы за формальные вещи больше ратовали, больше к ним, на них обращали внимание. Какие тезисы вот экологические использовались, может быть, какие-то правильные экспертизы, эксперты привлекались? Что можете порекомендовать соседнему региону Кировской области, чтобы нам в этой ситуации тоже отстоять свой вопрос? Можно я отвечу? Хотя я, конечно, не углублялась. Я изучаю проблему в рамках России в целом. То есть Калужская область там построена на болотах, на водоносной точке. Один в один похожая ситуация, как ШИЭС. Вы сейчас спросили про Кировскую область. То есть это проблема российского масштаба. И когда мы увидели по Калужской области, мы юристы изучали вот эти документы, мы увидели по Калужской области на болотах самые высшие государственные инстанции согласовали, природоохранные, Минприроды, Росприроднадзор согласовали этот участок как сухой. То есть, вы слышите, что я говорю? Да? То есть мы абсолютно уверены, что государственные документы, экспертизы экологические будут подтасованы по ШИЭСу, будут подтасованы по Кировской области и так далее и тому подобное. Поэтому в этом ракурсе нужно просто бороться и бороться другими методами. Вопрос как? Это как раз вопрос вот объединяться всем регионам. Я хочу сказать, что следите за нашими акциями, которые мы будем объявлять. Не подтверждено пока, но скорее всего будет такая акция. Конец июля, год протеста ШИЭСу. Всероссийская акция «Мы как ШИЭС», например. В 12 часов 28 июля, по-моему, это есть последнее воскресенье. Последнее воскресенье июля, по-моему, 28. В 12 часов будут выходить пикеты в разных городах, где будет нарисована проблема именно этого региона, то есть это Кировская область, это может быть вообще там в Ижме разлив нефти, это может быть что угодно, это может быть в Новосибирске, это может быть в Иркутске. И внизу написано будет «Мы как ШИЭС». Это обсуждалось, пока мы не можем прямо это подтвердить, но скорее всего это все будет проведено 28 июля в 12. Это начало, по сути, всероссийского экологического протеста. Конечно, то есть надо просто держать нос по ветру и узнавать, где это. А в конце августа другое мероприятие тоже, всероссийский экологический протест. Запланировано, но пока говорю, не подтверждено, но следите за информацией. А бороться с такими моментами, как вы задали, однозначно надо. Мы сейчас все в ситуации такой, что мы пионеры. То есть мы в первый раз, по сути, с этим столкнулись. Раньше эти проблемы побеждались. То есть выходили ученые, и они закрывали эту проблему. Они писали противодействующие документы, они обосновывали, их признавали в судах правыми, и все. И угроза уходила. На сегодня все по-другому. Все в масштабах страны делается по-другому. Кому это надо, сами догадываетесь. А как с этим бороться, мы все как раз этим и заняты. К сожалению, у нас осталось время на последний вопрос, и почему-то отвечает не спикер. Я просто скажу, на самом деле вот все эти формальные вещи, о которых я говорил, они не работают. Это на мой взгляд, это всего лишь... Да и после вас уже подготовиться просто к этому. Давайте мы не будем дискуссии сейчас. Виктор, дайте, человек очень много сделал как раз. Я знаю, но у нас нет времени. Дайте еще буквально 5 минут. Это все можно решить в рамках просто разговора между собой. Пообщаться, да, на самом деле. Сейчас у нас уже... Да, у нас там за лесом есть палатка, да, там с картинками, и
видео рядом. Где? Да, ну это, в общем, там за лесом. Да, и там можно поговорить и, в общем-то, что-то обсудить и что-то еще рассказать, да. Я хочу сказать общее вообще во всех этих, это принятие решения без учета мнения граждан. Вот. Это единственное, что я во всем этом вижу. Тут не важно, как бы, ну не важно вообще, вот есть болото, но на бумаге она может быть не болото, в судах она может быть не болото. И ну, вот пока из того, что сейчас происходило, мы попробовали в принципе все. Не работает ничего, кроме каких-то вот протестов и каких-то непосредственных действий. Виктор, ты что хотел? Все то же самое, только по-другому. Я потом расскажу. Да, то есть это в принципе, эта ситуация не первый день, не первый год. Я лично это заметил, когда был пожар в подъезде, был суд, что только общественный резонанс, в принципе, спас человека от тюрьмы. Это ничего не изменилось, только в 100 раз ухудшилось. Здравствуйте, я автостопщик, у меня есть один знакомый, тоже с некой аудиторией, который сам горит активизмом, в принципе, хотя он базируется в Нижнем Новгороде. Но я думаю, если он грамотно на своей стене запустит информацию, то, возможно, он привлечет некий поток. И я хочу спросить, нужен ли вам такой поток граждан? И как это сделать, чтобы они были максимально осведомлены о том, что происходит, а потом какая ответственность может быть, если они приедут. Ну, в общем, это люди, большая часть, с довольно неограниченным количеством времени, которые там могут действительно провести, ну, скажем так, довольно много времени из-за этого. Но у них может быть низкая осведомленность. Как грамотнее их сегментировать и вообще нужно ли вам, скажем так? Простите, что возможно скомкано. Ну, я уже, в принципе, говорил, да, но я, может, не затронул вопросы безопасности, да, что этот протест абсолютно горизонтальный, и, то есть, нельзя и опасно концентрировать что-то, какие-то там либо информационные потоки, либо какие-то управленческие, может, да, вообще как бы в каких-то одних руках это опасно. То есть, как бы можно таким вот способом, во-первых, ограничить рост других активистов, да, поэтому чем больше разных каких-то течений, людей, да, это очень здорово. Единственное, что остановит свалку на 6 и другие подобные вещи, это именно как бы в ответ на репрессии, именно расширение протеста. И, конечно, единственное условие, что люди осознают, что это происходит верно. Вот. Что мы, по крайней мере, те, кто вот этим занимается, мы категорически против, в том числе и партизанщины, которая творится. Хотя, когда не останется другого выхода, наверное, придется